Да, действительно, 300-летие Российской академии наук – это значимая дата, которую мы должны осмыслить в историческом аспекте, в аспекте научного осмысления, что нам дал этот 300-летний путь развития нашей академической науки. И, конечно, следует сказать, что вот эта рубежная дата 1724 года, когда Петр I создал Академию наук и художеств, она очень сильно повлияла на все дальнейшее развитие и Российской империи, и Советского Союза, и Российской Федерации. Ну, я бы хотел остановиться в пределах отведенного мне времени на два таких вот больших аспекта. Первое – это экспедиции Витуса Беринга, и второе – это советский период развития нашей науки и с выходом на современные проблемы. Петровские реформы и вообще модернизация, скажем, светской жизни, очень сильные большие изменения. Петр I – это был один из великих реформаторов Российской империи, который, как вы знаете, прорубил окно в Европу, создал флот, но он еще, самое главное, создал Академию наук и художеств. И благодаря созданию вот этой Академии наук ученые стали смотреть на восточные территории. То есть после победы в Северной войне появились и финансовые, в том числе, возможности обратить внимание на северо-восточные рубежи, Северную Америку, для того, чтобы как бы освоить вот эти территории и присоединить к России. Да, к России. Вот форпостом как раз вот этих экспедиций, это как раз мы должны подчеркивать, и об этом мало кто знает, был город Якутск. Практически со всех вот все экспедиции стартовали в городе Якутске. Здесь был создан и флот, здесь были, значит, решены вопросы снабжения, кадровые вопросы и так далее. И практически вот что такое вообще экспедиция в то время? Это достаточно большой проект, финансовый проект, военный проект, географический проект и проект научный. Очень важно подчеркнуть, что экспедиции Витуса Беринга, они имели научное значение. Там находились и действующие академики, в том числе иностранные. Там находились будущие члены Российской академии наук, которые очень много сделали прорывных моментов. Материалы экспедиции использовали, в том числе в таких областях, как астрономия, география, медицина, биология, естествознание и многие другие науки. И вот можно сказать, по нашим вот улицам города Якутска 300 лет назад Витус Беринг, он причем во вторую экспедицию привез и жену, и дочку, значит, он здесь вот ходил, он здесь готовился, его знали местные жители, и практически это был, можно сказать, центр города Якутска. И очень плохо, наверное, что сегодня до сих пор нет у нас памятника Витуса Беринга. Это был один из величайших деятелей современности, который практически заложил вот такую динамику развития науки на последующие 300 лет. И об этих экспедициях мы должны постоянно говорить. Это первая и вторая экспедиция. Конечно, вот на Сахалине, на Камчатке там чтут Витуса Беринга, там есть и памятники, есть, в общем-то, музеи такие, есть очень много информации. А я думаю, что у нас, вот, скажем, улица Витуса Беринга, она достаточно заштатная, и обязательно вот фигура Витуса Беринга, она заслуживает, наверное, памятника. И мы должны обращаться к его архивным документам. Они изданы, в том числе на немецком языке, на русском языке. Это где-то 9 томов, по-моему. И надо обязательно вот не только историкам, а краеведам, общественникам возвращаться вот к этим материалам. Потому что это был подвиг. Это был подвиг ученого, гражданский подвиг, подвиг организатора экспедиции, о котором мы должны постоянно говорить. И особенно в канун 300-летия. И мне важно подчеркнуть, что в 1632 году, это уже нас отделяет практически не так много времени, можно
на федеральном уровне рассмотреть такую дату, как 400 лет со дня освоения восточных территорий России. Потому что Якутск, будучи форпостом, отсюда стартовали все великие сибирские экспедиции на восток. И надо это как бы нам осмысливать постоянно, чтобы это знали на территории Российской Федерации. Возможно, даже определить какой-то день, который был бы праздником начала освоения вот северо-восточных территорий. Это вот один момент. Второй момент – это советский опыт развития науки. Дело в том, что развитию науки в советский период уделялось первостепеннейшее значение. Мы помним, какой статус носил вообще научный сотрудник, вот какой имидж был, какой ореол, фигуры и так далее. Я несколько вам приведу, наверное, фактов, примеров для того, чтобы осознать, значит, ну, какой рывок, благодаря каким усилиям сделала наука в этот период. Ну, например, скажем, даже 20-е голодные годы, с 18 по 20 год было создано, представьте себе эту цифру, 50 научно-исследовательских институтов. Это такие крупные институты, как ЦАГИ, которые разрабатывали, ну, скажем, наши самолеты, ракеты, Физтех, радиовый институт, институт изучения севера, значит, гидрологический, географический институт, химический институт имени Карпова, институт по удобрениям, институт мозга, международный авторитет Академии наук рос. И вот, например, было 200 лет Академии наук в 1924 году, и прибыло 120 ученых из 25 стран. Это 20-е годы. Причем ведь годы были такие недостаточно, ну как бы, я не думаю, что они были очень ресурсными, там стояла задача и интервенция иностранная, и оборона, где-то был и голод и так далее. Но тем не менее в преддверии даже войны по рекомендациям ученых именно идет усиление экономики восточных регионов нашей страны. Строятся авиационные заводы в Новосибирске, скажем, в Иркутске, Улан-Удэ, Комсомольске на Амуре, в Арсеньеве. Активно развивается экономическая наука, выходят фундаментальные труды Колосовского, в которых подчеркивается необходимость как раз развития экономики Востока. Это время великих генетических исследований, значит, Вавилова, и развитие сельскохозяйственной науки. В 1929 году был создан Восхнил имени Ленина. С началом Великой Отечественной войны, как вы знаете, были организованы Академия педагогических наук, это 1943 год, представьте себе, и в 1944 году была создана Академия медицинских наук. Ну вот в 1944 году, 13 ноября, происходит встреча. Это уникальное тоже событие, встреча президента Академии наук СССР, академика Комарова и Сталина. Идет разрушительная война, а все-таки верховный главнокомандующий находит и более часа находит время о развитии Академии наук. Он спрашивает, что нужно Академии наук. Значит, он говорит о необходимости снабжения наших институтов лабораторным имуществом за счет импорта. Все самое необходимое, на оснащение лаборатории не надо жалеть средств. И, конечно, все эти усилия окупились. У нас в то время был один из современных мировых танков Т-34. Мы тогда уже создали и был заложен фундамент для нашего ядерного и оборонного щита, которым, собственно говоря, мы пользуемся до сих пор. Химическая наука была очень сильно, там, значит, резинотехнические изделия и так далее. И, конечно, 50-е годы – это тоже время расцвета советской науки, когда нобелевские премии получает советский ученый академик Семенов. В 1958 году высокой награды удостоен академик Тан, Франк, Черенков, а затем Ландау, Басов, Прохоров. В 1975 году Нобелевская премия присуждена академику Канторовичу и в 1978 году Капице. Конечно, потом это время холодной войны,
И, конечно, наука не стояла на место, и выдающиеся научные результаты получили академики Алферов, значит, Абрикосов, Гинзбург, и Нобелевские премии им было уже вручено позже, после распада Советского Союза. Вот что касается создания минерально-сырьевой базы нашей страны, то, конечно, начиная, например, и с плана Гойрло, тоже наука внесла свой там вклад, как вы знаете, за очень короткие годы. Даже писатель-фантаст Герберт Уэллс, он не верил в план электрификации России в такие короткие сроки, там буквально отводилось 7 лет, но он, однако, был выполнен. Очень сжатые такие сроки, и все намеченные пункты были выполнены. Каскад, Ангарская ГЭС, Саяно-Шушенская ГЭС, нефтегазный комплекс Советской Сибири. Практически все, конечно, научное обоснование, это сделал научный комплекс. Если говорить о том, как уделялось внимание, зарплата, например, даже оплата труда, герои Советского Союза, значит, например, было с 1957 по 1974 год в Верховный Совет РСФСР было избрано 59 членов Академии наук СССР. В составе ЦК КПСС работали 12. Значит, в сибирском отделении также работало, только в сибирском отделении, 22 героя Советского Союза. Ну и период Хрущева, он, конечно, запомнился тем, что понимали, что надо буфер, что наука должна размещаться в какой-то буферной зоне, удаленной от границ. И в Новосибирске было принято решение о создании академгородка. И очень короткие сроки, значит, был создан комплекс необходимых зданий, институтов, лабораторных. И самое главное, кадры были собраны, практически лучшие кадры со всей страны. И сегодня сибирская наука вносит свой ощутимый вклад в развитие всех практически проектов и решений, которые сегодня принимаются. Будь то оборонные вещи, значит, развитие социально-экономической страны, социальные проблемы и так далее. Если говорить сегодня о роли, конечно, Академии в нашей сегодняшней жизни, в роли государства, несмотря на проблемы, которые сегодня у нас имеются, главной из них, конечно, это проблемы омоложения научных кадров, сохранения научных школ. Но мы не должны топтаться на месте. Если государство имеет ресурсы для развития, мы должны говорить о том, что наука должна тоже развиваться, причем семимильными шагами, и причем с большим запасом на будущее. Сегодня стоит вопрос, конечно, освоения Дальнего Востока, и не только сохранения населения, а приумножения, как это было сделано в начале века, скажем, реформами Столыпина. Мы должны решать вопросы занятости населения, мы должны решать вопросы экономики, вопросы производства, значит, и освоения новых природных ископаемых, как вы знаете. Вот в Якутии есть уникальное месторождение редкоземельных металлов, которые ждут своего освоения. И здесь вносят свою лепту, конечно, геологи, которые открыли это месторождение, в том числе наш академик Толстов. И, конечно, там необходимо применить новые технологические процессы для обогащения этих. Там очень целый комплекс вот этих минералов, для того, чтобы их обогатить и использовать для развития нашей промышленности и экономики. Надо сказать, что развитие науки на Востоке еще и необходимо по той причине, что у нас на наших восточных рубежах находится Китай. Китайская Народная Республика уделяет самое неослабное внимание развитию науки, в том числе это была модель и советская, но они ее развили. И сегодня те успехи, которые есть у Китая, вы их видите, например, по тем же китайским автомобилям, которые сегодня появились на улицах российских городов. Сегодня Китай планирует выпуск специальных серий гражданских самолетов. Это тоже развитие науки, потому что любое транспортное средство, будь то воздушное или наземное, предполагает в себя определенные
прорывные направления для того, чтобы конкурировать на мировом рынке. Это и химическая промышленность, и металлургическая промышленность, это радиоэлектроника. Без развития науки сегодня мы не можем просто развиваться. Но я хотел бы сказать, несмотря на все проблемы, которые сегодня есть у российской науки, у якутской науки, нам в прошлом году исполнилось Академии наук Республики Саха 30 лет, все-таки слухи, скажем, о каком-то кризисе или смерти российской академической науки, они сильно преувеличены. И надо отметить строительство, скажем, в Новосибирске синхротронного кольцевого источника фотонов, СКИФ так называемый, или системы уникальной телескопы для наблюдения для солнечной активности в Тункинской долине Бурятии. Сегодня в Жатае у нас строится судоремонтный завод, где будут производиться самые современные суда, низкосидящие, для того, чтобы решить проблему снабжения, в том числе наших северных улусов, не завозить автомобилями, скажем, или авиацией, это очень дорого. И ряд других вопросов, они сегодня не могут быть решены без науки, в том числе вопросы логистики, транспортного обеспечения, новых видов транспорта, скажем, строительство железной дороги дальнейшего до Магадана, строительство моста, строительство, скажем, автомобильных дорог, которые не должны получать трещины и спокойно выполнять свой гарантийный ресурс или, скажем, 30 лет без ремонта стоять. Сегодня все эти исследования есть, но есть проблема состыковки вот этих научных исследований с индустриальными партнерами, есть проблема внедрения, скорости внедрения научных разработок. Эти проблемы нужно, конечно, нам совместно решать. И, конечно, связующая роль и направляющая роль идет со стороны государства. Именно поддержки науки, научных кадров, научных школ и определения реперов для дальнейшего развития российской и якутской науки. И, конечно, накануне 300-летия эти вопросы все важны. Мы должны их ставить, о них говорить смело, значит, рассказывать, и для того, чтобы их решать. И я думаю, что когда мы о них открыто говорим, это есть и тоже такая вот открытая возможность для их решения, обсуждения и так далее. И сегодня у Российской Федерации есть все возможности для решения этих вопросов, в том числе и кадровые. И мы должны вот этот 300-летний опыт развития российской науки, 30-летний опыт академической науки Республики Саха-Якутия использовать вот для решения наших проблем социально-экономического развития Республики и Российской Федерации.